صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Вассаляту вассаляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Следующий вопрос касается исма анбия, пророков. Ибн Таймия считал, что есть вероятность, яджуз, разрешено, что они попадали в грехи, пророки совершали, то есть возможно, чтобы пророки совершали грехи, большие или малые, то есть они были защищены от греха и ошибок, но это касается только религиозных дел, говорит он. То есть и есть вероятность, что они могли совершать их. То есть в общем были защищены, но могли совершать и большие, в принципе, и малые. И это можно Фатауа Кубра в 5 томе, Маджмуа Фатауа Ибн Таймия, он пишет, что исма, кроме вопросов таблига, кроме вопросов религиозных дел, проблем нет, если пророк совершал какой-то грех. Это, затем он говорит, что есть разногласия, ученые проявляли разногласия в этом вопросе, спорили по этому вопросу, то есть можно, и такая версия была, и вот это все описывается. И теперь здесь хочется сказать только то, что кто же те, кто спорит? Где имена тех ученых, когда он приводит, вот в этих 2 книгах мы можем прочитать этот кауль, где имена тех, кто спорит в вероятности, в возможности того, что пророк, какой-либо из пророков мог совершить грех, большой или малый? Где имена? То есть мы говорим, что кто-то спорит по этому поводу. А кто они? Чье мнение для нас важно? Где имена тех ученых, которые спорят? То есть если вопрос спорный, это не значит, что... То есть не каждый звук, он имеет право на существование. То есть, скажем, атеист, он тоже может спорить с верующим человеком о существовании Аллаха. Он тоже спорит, пытается что-то сказать. Но нет никакого обоснования у него, нет законности в его убеждении. То есть человек не верит в Аллаха Субхану ва Тааля. Разве это законно? Поэтому неважно, то есть кто спорит, нам нужны имена. Мы должны знать об этом. Являются ли они мусульманскими учеными, когда поднимают вопрос? Итак, шейх говорит, то есть шейх Ибн Таймия говорит, что нет исма, 100% исма в больших грехах и маленьких грехах у пророка. Но мы знаем, когда изучаем акиду ахли сунна валь джамаа, что исма – это одно из 5 качеств пророка. То есть как мы будем отличать пророка от непророка? То есть есть определенные вещи, есть му'джиза, но есть 5 качеств, которые относятся к пророку. И первое качество – это фатанат. Фатана – быть умным, не быть глупцом. Любой пророк, он должен быть умным, смышленным. То есть если человек, скажем, очень глупый, люди на него, за ним никто не пойдет, никто за ним не последует. Поэтому если человек пророк, он пришел с рисале, с посланием, он наби, одно из его качеств – фатанат, он должен быть разумным, умным, адекватным. Второе качество пророка – это амана. Амана. Он тот, кому верят, тот, на кого готовы положиться. Это качество пророка. Ему нужно доверять. И даже Мухаммада, саллаллаху алейхи, до пророчества называли Мухаммад Амин. Люди могли оставить ему, даже если ненавидели его, аманат могли спокойно оставить. Они могли не верить всем своим друзьям, но верить ему, даже если они его ненавидели. Это качество пророков. Третье качество – это таблиг. Качество пророка – не скрывать от людей истины, повеления и запреты. Запреты Аллаха Субхану ва Тааля. То есть на харам он говорил харам, на халяль он говорил халяль. И одно из качеств, когда описывают пророка, саллаллаху, он говорит, никогда не молчал, когда совершалось запретное. И поэтому мы даже знаем, когда вот что-то кто-то совершал, Расулуллах, саллаллаху, промолчал, и мы говорим, что вот он не запретил, значит, это не может быть запретным. Иначе бы пророк не промолчал, если бы что-то совершалось харамное.
Четвертое качество пророка – это сыдык, правдивость. Он был искренним в своем да'вате, в своем призыве, сыдык. И пятое – это исма. Исма – невинность пророков. То есть Аллах защитил пророков от совершения грехов. Теперь давайте разберем вот эти слова. Они были защищены от греха и ошибок, но это касается только религиозных дел. Что такое религиозные дела? То есть, получается, прелюбодеяние же не относится к айбадату или к религиозным вопросам. Что, теоретически мог делать разве? Это же будет глупо. То есть, как разделить религиозное дело и нерелигиозное? Как мы можем свою жизнь разделить? То есть, у нас разве в жизни что-то может быть вне религии? Разве любой вопрос мы не разбираем через призму Корана и Сунны также? То есть, любое действие мы делаем, это или харам, или, то есть это фарс, это сунна, это макрух, так ведь? Но любое наше действие есть какой-то хукм шариатский. Но любое наше действие. Как можно разделить нашу жизнь? Вот это светская сторона нашей жизни, а вот это религиозная сторона нашей жизни. То есть вот это религиозный вопрос, здесь пророки не грешили, а вот это не религиозный, здесь он мог грешить. То есть прелюбодеяние относится к айбадату разве? Или к чему? К какому вопросу? Разве теоретически мог делать этот пророк? Разве он мог лгать, если это не вопрос таблига, не вопрос да'вата, не вопрос призыва? Для чего есть такое качество пророков исма? Потому что пророки, они были посланы как пример для подражания в любом вопросе. Как пример для подражания. Они не те, кто следует, а те, кому следует. Вот даже когда вопрос, например, исламской атрибутики, нужно ли выглядеть как мусульманин, нужно ли одеваться по-мусульмански, одеть тюбетейку, или там, то есть, чтобы тебя было видно мусульманином. И начинают делить на две части и говорят, вот это религиозное, вот это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Если бы он сейчас жил, он бы тоже ходил там, я не знаю, в джинсах в обтяжку, что ли, там, что-то такое пытаются сказать, да, описать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но он не пришел как тот, кто следует за людьми, он пришел как тот, за кем следует. Что хотят сказать, что если бы он был здесь, он бы был ведомый. То есть он подражал бы людям, всем остальным. Нет, он бы пришел как тот, за кем следуют все. А почему челма? Челма – это не то, что одевали мушрики. Челма – это сунна Ибрахима, алейхиссалям. И поэтому он ее соблюдал, сунна Ибрахима, алейхиссалям. И нам она досталась как сунна Мухаммада, саллаллаху алейхи саллям. Поэтому, то есть делить здесь, как можно разделить религиозное от нерелигиозного? И если пророкам дозволено делать что-то, делать какие-то грехи, большие или малые, то мы как умма, которые следуют за ними, мы бы повторяли. Или мы скажем, вот это религиозный вопрос, а в светском он для нас не пример. Он пример во всем. «Лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». Поистине в посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, для вас был лучший пример. Лучший во всем. Он лучший муж, лучший друг, лучший соратник, лучший отец. Лучший во всем. Быть отцом, это же тоже, то есть к пророчеству тогда может тоже не относиться. Но мы смотрим за каждым его шагом, как он поступал. Когда изучаем сиру, мы узнаем, что некоторые асхабы, радаллаху анхум, нагибались даже в тех местах, где пророк сам нагибался, хотя ветки уже нет. Как они следовали за ним. Когда некоторые курра останавливаются в некоторых местах аята и говорят, почему? Потому что здесь Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям останавливался. Я поэтому здесь тоже делаю остановку в этом аяте. Я слышал, как он читал это место вот так. То есть они подражали полностью ему. Поэтому следование пророкам, оно общее, и любое действие пророка, оно пример для нашего подражания, пример для нас. «Лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». Лучший пример. «Ати'у Аллаху ва ати'у Расуль». Следуйте за Аллахом, затем следуйте за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть не бывает религии без пророка. Не может быть. И лгут те, которые призывают только к Корану, без пророка. Если человек не верит в хадисы, почему он не верит? Потому что он сомневается в некоторых асхабах, радаллаху анхум. Мы же говорили с вами, «Фаин аману бимитли ма амантум бихи факад ихтадау». Если бы вы, то есть это обращается к ягудам, к насара, уверовали так, как уверовали, аману бимитли ма амантум, как уверовали вы. Кому обращение? К пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и к его сподвижникам. Не только к одному, не как амантат, не как ты уверовал, а как уверовали вы. То есть акида всех сахабов, радаллаху анхум, она была правильной. Это ответ и шиитам, это ответ и тем, кто выходит против сунны. Почему они выходят? Они хотят оторвать нас от сунны
тогда мы должны сомневаться и в Коране, потому что Коран дошел путем таватура через сахабов. Они собрали его. И если мы сомневаемся в хадисах, которые они передали, то есть это ведет, на самом деле это ведет к тому, чтобы мы засомневались в Коране. То есть лгут те, которые говорят, что мы верим только в Коран, но не верим в хадисы. Коран пришел путем таватура, есть хадисы мутаватир. Почему они не принимают хадисы мутаватир? Он тоже пришел путем таватура. То есть Расулуллах ﷺ произнес «Альхамду лилляхи раббил алямин» этими же устами произнес хадис мутаватир, 100% он это произнес. Почему ты веришь в одно и не веришь в другое? Если он здесь не солгал, почему он мог солгать во втором? Разве можно сомневаться в хадисах мутаватир? Поэтому есть такое качество, как исма для пророков. Для чего оно есть? Для того, чтобы мы следовали за ними полностью. И в любом случае мы будем за ними следовать. Поэтому они не могли грешить. Если бы они грешили, это стало бы сунной для нас. Это стало бы для нас примером для подражания. Вот эти 5 качеств они отличают. Мало кто сможет быть безгрешным. То есть вообще из людей никто не сможет быть. Никто не сможет быть 100% там, амином, садыком. Это трудно быть. Но появлялись те, кто были лжепророки. И, конечно же, у них этих качеств не было. Например, был такой человек, Мирза Гулям. Наверное, слышали? Мирза Гулям, я уже рассказывал о нем. Он был основателем секты Ахмадия. Ахмадиты, чай Ахмад, знаете же? Секта Ахмадия – это очень такая секта. Сначала он назвал себя Махди. Махди Мунтазар, ожидаемый Махди. Умма у него очень большая, затем перешло в то, его даават перешел в то, что он начал называть себя Наби. Наби, последний пророк. И приводил аят Корана, слова Иса, алейхиссалям, что придет после тебя исмуху Ахмад, его имя Ахмад. Это же слова Иса, алейхиссалям, это не слова Мухаммада, саллиллаху алейхиссалям. Потому что если мы будем разные тафсиры смотреть, открываем тафсир, смотрим, то есть шиитский тафсир, вот тин его зайтун, тин, говорит, это Хасан, зайтун это Хусейн. Каусар, дали тебе Каусар, это Фатима. Ну, что за тафсир, откуда вы это берете? От Али радаллаху тафсира не осталось. Есть тафсир от Ибн Аббаса, Танвируль Микбас, и то не полностью. Он сам его не писал, это собрали из его слов. Нужно быть объективными во всем. И здесь откуда взяли этот тафсир, что придет Ахмад? Ладно. Аллах унизил его. Унизил каким образом? Помните, рассказал, он умер в отхожем месте, умер в туалете. Умер в туалете, но теперь у него целая умма, этот факт нужно как-то скрыть, и что делать, они не понимают. Они обращаются, то есть и ученые Ахли Сунна услышали об этом. Ученые Ахли Сунна сказали, все правильно, то есть он умер, если умер в туалете, есть хадис, который приводит Ахмад, хадис... Ну, в хадисе говорится, «Лян юкбара набиюн илля хайθу ямуту». Не хоронится пророк, то есть пророк всегда хоронится там, где его настигла смерть. Говорит, похороните его там. То есть Аллах Субхану Тааля унизил его и показал его дараджа, этого Ахмада. То есть он назвал себя Наби. Подобные люди появлялись. То есть даже вот кто, может, лет 10 назад здесь кто-то ходил человек, и вот здесь, кстати, рядом в этом здании было кафе, постоянно приходил, говорит, я, говорит, Иисус, вот я пришел. Все, встречайте меня, да? То есть больных людей было, много себя, которые Наби называли. Для этого есть вот эти 5 качеств, мы изучаем в акиде. Фатана, амана, таблиг, сидк, исмат. Ни один человек не сможет обладать этими качествами, кроме пророков. Качество исма, безгрешность, непогрешимость, защищенность от больших и малых грехов относится только к пророкам. Только к пророкам. А любой ученый, он взвешивается на весах Корана и Сунны. Если его слова соответствуют, мы будем принимать. Если его слова не соответствуют, следовательно, мы это принимать не сможем, какое бы имя у него ни было. Поэтому в чем они обвиняли раньше наших ученых, наших, так скажем, бабаев, там, имамов, которые слепо следовали, якобы слепо следовали Абу Ханифе. Конечно, есть таклид не ученых людей. Что он сможет сделать? Откуда он знает далиль, знает турукуль истинбат, как выводятся те или иные ахкамы шариата? Ну, ученые знают. Ученые знают. И когда нас обвиняют и говорят, вот этот далиль еще сильнее. Что это за слово такое? Этот далиль, это слово сильнее или этот далиль сильнее? Они говорят, то есть, получается, ваши ученые читают из Корана, а мы из Инджиля и Таурата, что ли, берем далиль? Что это за слово такое? Мой далиль сильнее.
изучают акваль фукаха и говорят, вот слово имама Шафии сильнее, чем имам Абу Ханиф в этом вопросе. Или имам Абу Ханиф в этом вопросе, чем имам Малика сильнее. То есть как вы это взвешиваете? Это иджтихад разных ученых. Относительно чего? Относительно своего нафса, что этот вопрос тебе вот больше понравился. Это же тоже очень субъективно. Поэтому мнение любого ученого, любой ученый может говорить правду, любой ученый может ошибаться, и это нормально. Даже великие ученые говорили одну фатву, через какое-то время они возвращались с нее и говорили другое слово. И это нормальная практика. Сколько было хазратов, которые вели уроки, потом на следующий урок говорят, братья, я ошибся. В прошлый раз я говорил так, я ошибся, на самом деле вот я узнал этот вопрос, он звучал, то есть суть совершенно другая. И это тоже нормально, это должно быть, это нормальная практика. Поэтому, кроме пророков, все могут совершать грехи, все могут, есть вероятность, что любой может ошибаться, кроме пророков, салаватуллахи алейхим аджмаин.